Внутри центр выглядит как обычное общежитие. Здесь имеются спальные места для женщин и мужчин, кухня, прачечная, одиночные комнаты для тех, кто нарушает установленный распорядок. Попадется, который нарушит правила внутреннего распорядка, по мелочи, вот, по-любому. Вот у нас есть механизм его замены. Вот. Мы сразу же вот, прекращаем его нахождение вот, в этих помещениях, на рабочих местах. Вот комната нарушителей, она так звучит. Вот, помещаем туда и сразу замена, привозим другого. Здесь могут находиться одновременно 50 человек. Осужденных сюда будут направлять по постановлению суда. В основном тех, кто своим поведением доказал, что готов к освобождению. Мы ОФСИНу дали список требуемых специалистов именно по заводу СОМ, именно по агрофирме. Вот. Там нужны трактористы, водители, твороженицы, мойщицы, грузчицы. Список большой. Покинуть рабочее место самостоятельно нельзя, но предусмотрены некоторые привилегии. Свободные от рабочего времени до отбоя по согласованию с начальником ОФИЦ они могут выходить за продуктами в магазины Варнары, поселка Варнары. Также будет тот ОФИЦ, помещение на первом этаже данного здания, открыть магазин, где будут продаваться также продукты Варнарзавод СОМ и другие. На одном из совещаний президент России поручил правительству расширить список наказаний, где могут быть применены исправительные работы. В каждом регионе страны планируется создать до 400 рабочих мест для осужденных. В Чувашии эта работа ведется совместно с бизнесом. Работодатели получают льготы по уплате налогов. Идея открыть в Варнарах исправительный центр появилась на молочном заводе. Именно туда и будут официально трудоустроены заключенные. Для меня очень важно был момент, даже вот судьба одного человека, а так как его окружает мать, отец, дети. И когда сегодняшний такой проект есть, на этих участках, на этой площадке, эти люди полноценно, как гражданские люди, могут работать, получать зарплату, встречаться с детьми, встречаться с матерями, с отцами. Подобный исправительный центр работает в Алатырском районе. Там осужденные могут пользоваться телефонами и ходить в гражданской одежде. Инесса Потапова, Алексей Зотиков, Юрий Марков, Республика Варнарский район.